Привет, я Максим Кардозу, это Кардозу Ньюс, и сегодня в выпуске. Шаманы на службе у авиаторов, оскорбления якутских девушек, креативные фанаты Сарданы Трофимовой и якутских Хатика. Ну что, бардыбытышки? На этой неделе многим федеральным СМИ понравилась новость из Якутска. На самом деле заголовки звучат немножко оскорбительно о том, что якутский шаман с помощью перьев и огня благословляет самолет Сухой Суперджет. Я вот посмотрел это видео, посмотрите и вы. В общем, там перьев никаких я не заметил, и это не шаман, скорее всего, алгы-щит. В общем, это обряд алгыс, посвященный этому самолету. Его провели сотрудники авиакомпании «Якутия». В пресс-службе авиакомпании объяснили, что это такая своеобразная дань предкам, это ренессанс культуры народа Сахая. На самом деле в республике никого не удивишь, алгысом его проводят везде и повсеместно. Но для российского зрителя, конечно, картинка такая экзотическая, немножко странная и смешная, забавная может быть, когда человек в костюме пожилой ходит вокруг самолета, там пускает на него дым, говорит какие-то заклинания. Все это, конечно же, магия. Но постойте, друзья, может быть, действительно это не просто дань традиции предкам, а план авиакомпании Якутия обезопасить свой самолет. Действительно, Сухой Суперджет имеет не очень хорошую историю. Мы все знаем вот эти вот громкие инциденты с этим лайнером. Причем он врезался в гору, терялся с радаров. Вот в 2018 году в якутском аэропорту он, значит, выехал за полосу. В 2019 году, значит, была жесткая посадка. Где-то промелькнет новость о том, что лопнуло стекло лобовое у этого самолета. В общем, какой-то ворох каких-то неприятных, негативных новостей с этим самолетом связано, и название у него уже такое нарицательное, к сожалению, не очень приятное. Вот я, кстати, общался с некоторыми специалистами, которые связаны с авиацией, и они говорят, что самолет-то сам неплохой, просто вот ему катастрофически не везет на вот эти вот дурацкие истории, которые с ним приключаются, и из-за этого вот мы получаем шамана. Иронично. Я надеюсь, что у этого самолета и у всех других суперджетов все будет хорошо, и они будут летать без происшествий, нас возить. Кстати, вот я никогда не летал на таком самолете. Если вы летали, напишите в комментариях, как он вам вообще. Нормально, нет? Вообще можно отделить это аэробус, Боинг или Сухой Суперджет. Мне кажется, обычный человек даже и не поймет, что это за самолет. Вы знаете, мне кажется, личного шамана должны взять прямо в штат сотрудники Якутск-Энерго, чтобы вот каждый день во время, особенно отопительного сезона, он проводил обряды, чтобы ничего не случалось, никаких аварий, чтобы все было без сучка и задоринки. Особенно сейчас, когда минус уже 45 приближается к минус 50, и каждая авария, это, конечно, очень страшно. Я шучу, друзья, не нужно воспринимать это так сильно в лоб. Но история-то в том, что на этой неделе опять произошел коллапс, и половина города ушла в темноту, отключилось, значит, электричество, произошла авария у Якутск-Энерго. Слава богу, ее быстро устранили. И буквально там в течение получаса все вернулось на круги своя, но все равно вот эта вот тенденция, когда именно в холодный период что-то случается в Якутске с энергетикой, это же страшно. Вот, наверное, многие еще помнят 2017 год, когда произошел взрыв на ГРЭС. Тогда было уже за минус, но не так холодно, конечно же. И тогда несколько часов город оставался без электричества и отопления. А в наших северных условиях это просто катастрофа, это просто ЧП. И если бы аварию быстро не ликвидировали, это могло, конечно, закончиться очень неприятными вещами. Вообще, я помню еще хуже историю, которая произошла в начале 2000-х. Тогда тоже произошла авария, и весь практически Якутск погрузился в темноту. Если вы помните, тоже напишите в комментариях. Тогда я очень отчетливо помню, это была зима, было очень холодно на улице, и я помню, как батареи постепенно остывали, и мне было жутко страшно. Я думал, если они сейчас замерзнут, лопнут, и что тогда, черт возьми, что делать? Я просто себе не представлял, и когда я смотрел на улицу, там все погрузилось в темноту, лишь какие-то фары мигают, машины ездят, и все казалось, вы знаете, как в этом, как в фильме, катастрофе. И почему-то вот эти вот аварии на наших электростанциях случаются именно в тот период, когда нужно топить, когда холодно, когда эти все аварии могут превратиться в настоящую большую катастрофу. Возвращаемся к новостям авиации. На этой неделе Росавиация объявила о том, что выдала разрешение на полеты из Якутска, друзья, из Якутска двумя авиакомпаниям, это S7 и Nordwind, открыть прямые полеты, как я понимаю, в Китай, Ханчжоу, город такой, и Стамбул, это в Турции.
В Китай планируют залетать 6 раз в неделю, а в Стамбул 3 раза. Если с Китаем вообще нет никаких вопросов у меня, да, это такое будет популярное наверняка направление, и Ханчжоу, это близко говорят с Шанхаем, все очень удобно, можно заниматься бизнесом туда летать, отдыхать и так далее и тому подобное. В общем, найдутся любители. А вот со Стамбулом, конечно, это очень странная история, потому что Стамбул все-таки далековато, это от Москвы, еще нужно лететь там 3 часа, что ли. И как из Якутска этот прямой рейс будет лететь и обслуживаться, для меня это странно. Нужны какие-то самолеты побольше, какие-то трансатлантические, для того, чтобы совершать такие перелеты. И еще странно, что если он будет действительно прямой или с посадкой в Москве, то зачем вообще, если с посадкой в Москве? А если прямой, то будет ли он так популярен у якутян? Конечно, найдутся люди, которые захотят поехать в Стамбул сразу из Якутска. Это удобно, посмотреть на город. Город красивый, на берегу моря, там много различных достопримечательностей. Но если вы рассматриваете для себя турецкое направление именно как летний отдых с all-inclusive, то Стамбул это вообще не та история, потому что из Стамбула нужно лететь на южное побережье, Анатолийское, там вот находятся все главные курорты, где миллионы россиян любят отдыхать, якутяне тоже. Но в таком случае это тоже неудобно, приехать в Стамбул, оттуда еще поехать внутри Турции на новом самолете. Легче добраться до Москвы, сесть на чартер, улететь, и у вас все будет шикардосно, all-inclusive. Очень для меня интересная история. Но в любом случае это сейчас не заработает. В Стамбул летать не советую, потому что там начинается настоящий локдаун, все закрыто, рестораны не работают, музеи не работают, никуда вы не попадете, там комендантский час вводится, то есть ограничения все больше и больше и больше, Турция закрывается. В общем, там ловить сейчас нечего, и многие россияне, к сожалению, которые планировали там свой новогодний отдых, они разочарованы. А Китай до сих пор не открылся. Так что это, видимо, такая заявка на 2021 год, то непонятно когда, да, но будем, друзья, знать, что такая возможность у якутян появится. В любом случае, это круто, что из Якутска можно будет улететь куда-то за границу прямиком. Это всегда плюс. На этой неделе вся мощь и гнев якутского инстаграма обрушилась на блогера Шама Хама. Вот есть такой блогер, он выложил вот этот видосик, посмотрите. Девчонки, привет. Привет. Сейчас такой прикол расскажу, что у вас грудь отпадет. Какой? А что, вы уже слышали, что ли? Если кто-то не понял, это такая шутка, что у девушек слишком маленькая грудь, что ее типа нет. Да, и многих людей в комментариях это возмутило, мол, это оскорбление якутских женщин, как ты можешь вообще так поступать, что это за шутки такие. Ну, вообще шутка, конечно, такая за 300, если честно. Шама Хама, вот у него, кстати, 140 тысяч подписчиков, я вот не знаю, может быть, стало больше или меньше сейчас из-за этого скандала. Он закрыл страницу, или она у него была закрыта, тоже напишите в комментариях, интересно, я не смог посмотреть там вообще, какие еще у него там пранки, веселушки, какие шутки, вообще он там представляет народу, и сразу же он начал оправдываться, конечно, что, мол, это была шутка, друзья, почему вы такие злые? О май гад, вообще, вы не понимаете, эти девушки вообще мои подружки. И, типа, они все знали и понимали, где они участвуют. Именно это я и полагал. Но в любом случае, сразу же здесь вспоминаются другие блогеры, якобы, я не считаю, что такие люди могут называться блогерами, которые вот занимаются такими пранками или заставляют людей за деньги там раздеваться, заниматься сексом, там оскорблять себя, оскорблять других людей, пить мочу, там куча было таких историй. И, ну, то есть, когда в кадре человека унижают. Если честно, мне вообще не нравится такой подход, и, конечно, к юмору нужно относиться по-другому. Лучше через самоиронию, как делают многие стендаперы, и это так смешно, когда они шутят именно над собой или через призму себя. Они издеваются над недостатками других людей. Это вот проще всего. Ну и чему нас учит вообще 2020 год, что в интернет, когда вы выкладываете что-то в интернет, нужно очень хорошо подумать. Очень хорошо подумать. Или вообще, даже если вы что-то снимаете на телефон, тоже очень нужно хорошо подумать. Да, Артем Дзюба? Все мы грешные, к сожалению. Потому что прилететь может с любой стороны.
Давайте о приятном, друзья. На этой неделе Сардана Трофимова вернулась из Сочи с чемпионата России по марафону, и в 4-й раз она стала обладательницей этого титула, в 4-кратная чемпионка России по марафону. Теперь наша Сардана. Да, это будет лучший результат сезона в стране, и Сардана... 2:27:08. Обалдеть. Это просто нечто. Я с ней записал большое интервью, скоро оно выйдет на канале, так что смотрите, друзья. Для этого, чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и вы обязательно увидите это интервью, очень большое и классное, первыми. Вообще у Сарданы много поклонников и почитателей не только у нас в республике, но и по всей России. И вот один парень из Ивановской области, Андрей Маслов, нарисовал или создал портрет нашей чемпионки из кубиков Рубиков. На это ему потребовалось почти 400 игрушек и, наверное, огромное количество времени. Как это нужно было так создать, я просто не понимаю. Это же нужно еще правильную цветовую гамму подобрать на самом кубике, и потом из этих кубиков еще создать этот портрет. Это какой-то титанический труд. Парень просто молодец, красавчик, или у него какой-то математический супермозг, который все это просчитал. Кстати, он, может быть, заранее как-то это, не знаю, вообще очень сложно, но портрет очень крутой. Ну и в конце мимими, друзья, милоты много не бывает, и вот на этой неделе появилось видео в инстаграме от Хаданский официал, я ссылочку оставлю в описании, и там мужчина рассказывает трогательную историю собаки в селе Хадан Сунтарского улуса. Вот эта вот собачка, она в течение года ждет своих хозяев, то есть в прошлом году она отстала от охотников и не смогла их найти, видимо. И вот каждый день она приходит в одно место, смотрит вдаль и ждет, может быть, вот сейчас придет ее хозяин. Смотреть на это, конечно, без слез невозможно. Боже мой, это такая, конечно, милота сумасшедшая. И под видео сразу же было огромное количество комментариев. Некоторые говорят, как могли вообще эти люди бросить эту собаку. Другие говорят, нужно ее забрать себе. Ну а я думаю, что у этой истории был действительно большой резонанс, многие ее протиражировали, и, может быть, будем надеяться, хозяева живы, здоровы, и они увидят своего питомца, приедут в это село Хадан, его заберут, и это будет воссоединение и замечательное окончание этой истории. На этом у меня все. Я Максим Кардозу. Подписывайтесь, друзья, нажимайте на колокольчик, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии. Большое вам за них спасибо. И пока.